Наша программа называется «Программа бюджетной поддержки Кыргызской Республики». То есть почему, как, зачем и вообще, да, если посмотреть так короткую историю, проект Европейского Союза, начиная, скажем, 2010 года, это первые программы, первые, так скажем, вот эти мероприятия, индикаторы, вообще СВАП-программа. Здесь есть даже люди, которые участвовали. Вот Лариса Юрьевна, она была заведующим отделом мониторинга и стратегии Министерства образования. И в рамках той стратегии 20 до 2020 года на сегодняшний день, вы знаете, есть программа развития образования до 2040 года. Да? И в рамках вот этих программ со стороны Европейского Союза оказывается программа бюджетной поддержки, финансовая поддержка, бюджетная поддержка оказывается в виде гранта безвозмездный, именно на проведение реформ в секторе образования. И на сегодняшний день, если так посмотреть, начиная с 2010 года по сегодняшний день, это уже вот 2023-2026 год, это уже 5-я программа бюджетной поддержки. И в рамках этой программы есть определенные индикаторы, там 6 индикаторов, из них один из важных индикаторов как раз называется вот эти зеленые навыки. Если посмотреть, какой объем бюджетной помощи оказал со стороны Европейского Союза, это составляет 121 миллионов 100 тысяч евро, да, вот на сегодня. Это все безвозмездные деньги в бюджет, то есть финансируются. И со стороны Министерства образования есть обязательства, которые должны проводиться, реформы именно в секторе образования. И вот один из ключевых, скажем, требований, условий, индикаторов в рамках программы развития сектора образования 2040 и была именно вот этот зеленые навыки. Помимо этого есть, вы знаете, медиаграмотность, информационные технологии, многоязычное образование, также то, что разрабатывается УМК, книги, то есть они должны проходить определенные экспертизы. И еще важно то, что Министерство образования взяло на себя обязательство реализации вот этой программы, которая утверждена постановлением правительства 2040, она тоже должна реализоваться. И в то же время со стороны Кабинета министров, Министерства финансов должны выделяться достаточно финансовые ресурсы, чтобы Министерство образования могла проводить свою политику и, соответственно, достаточными финансовыми ресурсами должны финансироваться. И вот один из первых ключевых условий как раз является 98% плана действий Министерства со стороны правительства должны финансироваться. То есть, если так посмотреть, наше правительство не просто декларативно, вы сами, наверное, заметили, многие политические публичные лица, во многих случаях они декларативно говорят: ой, мы это сделаем, то сделаем. Нет, есть конкретный документ стратегический, есть там план действий, есть конкретные индикаторы, и они должны реализовываться. А на это должны из бюджета выделяться деньги. И вот, соответственно, один из условий является вот этот ключевой. И возвращаясь к этому, Министерство образования взяло на себя обязательство, что будут внедряться вот эти зеленые навыки. Мы все понимаем, в последнее время этот вопрос очень становится актуальным. Даже кто не только в Бишкеке, если посмотреть мониторинг, оценки, вообще чистый воздух, это раньше, вообще у меня первая профессия – это педагог. Я закончил Нарынское педагогическое училище по специализации учитель физической культуры. И те 80-е годы, когда как раз учитель по географии нам рассказывала, как-то она была в Японии в те года, и говорила, что там бывает летом очень жарко и душно. И иногда люди просто заходят подышать вот холодным воздухом, и это говорил платный.
Это имела в виду она, вот кондиционеры сегодня же есть же, а 80-е годы для нас это было как бы, это не то, что на юге это было дико, как это, воздух же чистый, вот для нас это же. Но вот сегодня, когда мы говорим, в Бишкеке дышать даже невозможно. И сегодня сколько даже детей рождаются. Да, вот буквально вчера, позавчера я участвовал в обсуждении закона «Инклюзивное образование». Вы знаете, да, вот дети ловузы. И очень много детей у нас. И вот как? Это тоже один из влияний окружающей среды. И как мы питаемся, все. И вот в связи с этим, учитывая вот эти, так скажем, изменения вообще климата, я еще хочу добавить, в прошлом году в рамках Всемирного банка был заказ, и мне привлекали провести исследование, сколько из бюджета финансовых ресурсов выделяется именно вот на климат. Как такого целевой нету, оказывается. Да, в рамках лесного хозяйства за счет их специальных средств, то, что они как бы питомники выращивают, а потом продают, знаете, да, вот эти деревья, саженцы, за счет этого они расширяют леса, а так из бюджета, вообще из бюджета не выделяется, а деньги больше выделяются со стороны доноров Всемирного банка. Увеличение как бы лесных саженцев. Вот. А так вот даже в чистый воздух, вот такие мероприятия вообще у нас денег не выделяется. Но почему? Опять же мы возвращаем. Потому что мы еще не осознали, мы не понимаем, что это такое. А для этого надо учить. И поэтому один из вот важных для вас, для нас, и не то, что вот вы сегодня пришли, вот, прошли тренинги, но самое важное, это вот дальше, как мы будем осознавать, детей учить. Потому что мы должны как бы больше вкладывать в будущем, наверное, даже инвестиции. Не вот эти горнодобывающая промышленность, они наоборот портят, правильно? А наоборот, чтобы у нас была более зеленые науки, зеленая экономика. А все это начинается, как мы будем воспитывать, учить наших детей. То есть вкратце хотелось бы сказать вот это и вот то, что со стороны Европейского Союза есть соглашение, и один из этих требований вот это зеленые науки. То есть уже в прошлом году вот Лариса Юрьевна, здесь коллеги уже разработали УИМК, по-моему, на книги, да? Уже УИМК уже разработали, стандарты утверждены. В этом году уже будут разрабатываться в течение года книги, она будут апробироваться, уже дальше будут как бы пилотироваться и внедряться. И поэтому вот эти поэтапные мероприятия, они необходимы. Если в этом году, вот, например, второй транш, целевые показатели, например, Министерство финансов по зеленым, так, где здесь, зеленые науки, то есть не менее 15% учителей должны пройти курсы повышения квалификации. То есть, а если не пройдут, страна потеряет 1 миллион евро. То есть они не получат. Видите, поэтому в ваших руках выполнение вот этого индикатора. То есть вас тренируют, вы дальше начинаете масштабировать, проводить вот эти обучения. Поэтому это очень важные, серьезные мероприятия. Я надеюсь, очень как бы все здесь опытные, все активные, и можем вместе этот вопрос как бы реализовать. Спасибо за внимание.